Солнце светит ярко, мне стало так жарко. Друзья, о чем, собственно, я хочу вам рассказать. Дело в том, что в сегодняшнем выпуске Everest Blog мы хотим поговорить о выборе летней рубашки. Да не просто летней рубашки, об идеальной летней рубашке. Ну что ж, погнали выбирать. Итак, 5 советов о том, как правильно выбрать летнюю рубашку. С наступлением жаркого лета каждый мужчина вспоминает про свой летний гардероб. Ну, это естественно. Мужские шорты, футболка, кеды, поло, бейсболка и, конечно, рубашка с коротким рукавом дают возможность чувствовать себя комфортно. Мы дадим вам 5 советов по поводу, как выбрать и приобрести летнюю рубашку, в которой вы будете выглядеть как нельзя лучше, а главное, чувствовать себя комфортно. Прежде чем мы займемся обсуждением, хочу напомнить вам, что мы сегодня будем говорить именно о повседневной рубашке, а не о классической. Многие совершенно не замечают разницы, но она существенная. Итак, совет первый. Обратите внимание, как сидит на вас летняя рубашка. Как и любая вещь из вашего гардероба, рубашка должна на вас хорошо сидеть. В отличие от классической рубашки, которая должна плотно облегать торс, casual рубашка должна сидеть на вас свободно. Если говорить конкретнее, то в поисках рубашки для лета выбирайте модели, имеющие лишний сантиметр в груди и талии и пару сантиметров дополнительно в плечевой зоне. Для чего это нужно? Все очень просто. Летом мы потеем довольно сильно и необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал под одеждой. Если одежда будет облегать, то воздух не будет циркулировать, и как следствие вы будете перегреваться. В худшем случае вы даже будете натирать кожу при движении в тех местах, где вы вспотели. Совет номер 2. Выбирайте легкую и дышащую ткань. Выбор свободной рубашки – это только полдела. Выбор ткани также играет важную роль. Можете ли вы сказать, какая ткань легкая и дышащая? Мы вам подскажем 2 способа, при помощи которых вы сможете ответить на этот вопрос. Итак, способ первый. Проверить ткань на ощупь и на просвет. Если ткань мягкая и через нее виден свет, то с большей долей вероятности ткань дышащая. Второй способ. Поместить ткань рубашки напротив рта и попытаться подышать через нее. Не поленитесь взять 2-3 рубашки и подышать через них в примерочной. В торговом зале это будет выглядеть, конечно, не очень красиво, а вот в примерочной самое то. На мой взгляд, это очень быстрый и удобный способ, который вы можете применять для определения дышащей ткани. Если вы поленитесь и оденете рубашку не из дышащей ткани, даже если она с коротким рукавом, то у вас все равно может появиться дискомфорт. Ну, например, в области спины или подмышек. Если вы даже после дыхательного теста сомневаетесь, является ли ткань дышащей, возьмите на вооружение другой способ проверки. Тип ткани. Я могу порекомендовать вам хлопчатобумажную ткань шамбре. Также обратите внимание на льняные рубашки. Они, конечно, чуть дороже, но более комфортнее. Совет третий. Определите стиль для ваших летних рубашек. Есть определенные стили рубашек, которые позволят чувствовать себя неформально. Типичный пример – это карманы. Рубашка с 2 карманами спереди – это деталь, заимствованная у военных. Было время, когда эти карманы использовались для размещения разных вещей, и это помогало обрести неформальный casual стиль. Как правило, нашитые сверху карманы располагались в области груди или на рукавах. Такие элементы идеально подходят для типичной мужской летней рубашки. Эполеты – еще одна деталь, которая взята от военной одежды. Они использовались для указания званий и наград, на них пришивались погоны. Последние тенденции мужской моды позволили использовать эполеты и в гражданской одежде, поэтому вы можете встретить рубашки с эполетами на плечах. Кстати, если у вас очень низко посажены плечи, то эполеты могут немного исправить ваш внешний вид, причем в лучшую сторону. Третья деталь, на которую нужно обращать внимание при выборе летней рубашки, это рукава и манжеты. Мужскую рубашку с коротким рукавом можно сделать из обычной летней рубашки, если закатать ей рукава. Единственное, обращайте внимание на манжеты рукавов, которые должны быть мягкими. Рукава с мягкими манжетами легко закатать даже до вашего бицепса, что нельзя сказать о классических рубашках, ведь манжеты на них жесткие. Совет четвертый. Не забывайте о длине летней рубашки. Длина летней рубашки подходит под тему этой статьи, поэтому надо обсудить этот момент подробнее. Мужчины летние рубашки обычно носят незаправленными, поэтому нужно обращать внимание на длину. Длинная рубашка считается та, что спускается ниже бедер. Слишком короткая рубашка также плохо. Простой способ определить короткую рубашку – это поднять руки. Если ваш живот при этом выступает, рубашка коротка. И, наконец, 5-й совет. Обратите внимание на воротник и пуговицы. Мы подошли к последнему совету по выбору летней casual рубашки для мужчины. Он касается воротника и пуговиц. Как правило, воротник у повседневных рубашек мягкий, и он легко может замяться. Поэтому совет прост. Следите за тем, чтобы воротник лежал ровно, когда вы носите рубашку. Что касается пуговиц на рубашке, то рекомендую расстегнуть 1 или 2 сверху. Таким образом, вы можете подчеркнуть, что на вас повседневная рубашка, а не классическая, которую с шортами, например, уже не наденешь. Уверен, что после просмотра этого выпуска Everest Blog вы будете точно и наверняка знать, как правильно выбирать дышащую ткань, как правильно вообще выбрать идеальную летнюю рубашку. Поэтому мы за вас, в принципе, спокойны, но честное слово, мы знаем, что вы умный и внимательный зритель. Обычно
обычно я говорю пока, но сегодня я скажу, что до скорой встречи, друзья, потому что в следующем выпуске Эверест Блог будет еще интереснее тема, и я уверен, что вы будете ждать ее с нетерпением. Не забывайте оставлять свои лайки, дизлайки и комментарии, также вопросы, которые у вас возникнут при просмотре этого видео. Также, друзья, не забывайте подписываться и, естественно, советовать этот канал всем своим друзьям. Покедова! Смотри больше новых роликов и найди свой стиль. Переходи по ссылке в описании и подпишись на канал Салон Эверест.